Праздники. За ситуацией в республике следят правоохранительные органы и оперативный штаб. Сводка о последних дней в выпуске. В России много хороших людей, и им посвящен новый 2018 год. О государственном статусе года волонтера расскажет наш корреспондент. Горы позитива и хорошего настроения. Курорт Арымхи принимает активных туристов. Приветствую, в эфире новости. Долгожданный каприз погоды. Снег выпал в Ингушетии. Пользователи соцсетей активно публикуют заснеженные пейзажи. Осадки порадовали жителей, добавили волшебства в праздничное настроение и, конечно, забот коммунальщикам республики. Репортаж Жаридат Халухоевой. Для полноценного новогоднего настроения не хватало только снега. С раннего утра на территории республики наблюдается обильный снегопад. Кружащие воздух и снежинки делают атмосферу праздника еще ярче. Самая пора лепить снежки и кататься на санках. Снега много, все радуются, катаются все. Сестра моя младшая ждала, когда снег пойдет. Сейчас играется. Хорошо было бы, если на Новый год 31-го снег упал. Сегодня что снег пошел, там тает, дети играют много, лепят снеговиков. Ну все, рады мы очень сильно. Такому подарку природы взрослые рады не меньше детей. Зульфия Сакалова вместе с семьей вышла прогуляться по заснеженным улицам Назрани, заодно сфотографироваться у главной елки города. Как всегда, как дети, я с каждым годом жду снега, потому что зима без снега – это вообще не интересно. Это сочетается с саньками, елкой, кутерьмой, ну все вместе, как бы в детстве. Обильный снегопад начался еще ночью. На его уборку в Назрани задействовано 5 единиц техники. Из-за непрекращающихся осадков работать приходится беспрерывно. Занимаемся расчисткой центральных улиц, дорог. Благо сейчас выходные, школы, детсады на каникулах. Также занимаемся расчисткой подъездов к социальным объектам, это детские сады, школы, уборкой тротуаров. Снег бесспорно украсил и без того привлекательный магаз. Только вот насладиться этой красотой мешает слякоть на дорогах. Природа диктует свои правила, но коммунальщики не бездействуют. Специальная техника приступила к работе с раннего утра. 6-7 единиц техники и рабочие 30 человек, не считая водителей. И водитель на каждой технике свои водители. Это осадки и снег сам по себе тяжелый, выбирать тяжело его. Мокрый снег, потому что. А так с 3 часов утра техника и рабочие работают, не переставая. Радость от долгожданного снега может омрачиться плохой видимостью для водителя и риском подскользнуться для пешеходов. Последним, кстати, выйдя без зонта в такую погоду, не о чем переживать. Новый артобег в столице появился как нельзя кстати. Он может укрыть от обильных осадков сразу несколько человек. Ну а для любителей пофоткаться он станет хорошим фоном. Впрочем, удивлять жителей республики снегом зима будет недолго. Как прогнозируют синоптики, нас ожидают ясные без осадков дни. Жаридат Халухоева, Магомед Дидегов, Новости 24. Ну и сотрудники ГИБДД из-за погодных условий просят жителей быть осторожнее за рулем. На дорогах гололед. Безопасность граждан на выходные обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. В местах скопления людей также дежурят спасатели. А в случае ЧС граждане могут обратиться в оперативный штаб при правительстве республики. Светлана Томова продолжит. Прошло всего пару дней, как жители Ингушетии с размахом отметили Новый год. Пока в праздничные выходные многие сидят дома перед экраном телевизора, оперативный штаб, созданный в правительстве Ингушетии, работает в круглосуточном режиме, принимая звонки от жителей региона о возможном ЧП. За прошедшие сутки поступило свыше 20 звонков. В основном звонили жители Карабулака, которые остались без света. Как выяснили позже, сгорел трансформатор, который находился в ветхом состоянии. В связи с этим было поставлено руководство, то, что начальник РЭС, главный инженер, то, что нет электроэнергии, и поставлена администрация в известность. С момента поступления звонков города Карабулак и сельского поселения Яндери выехала бригада, около 12 человек, с присутствием начальника РЭС. Ведутся ремонтные работы.
Тем временем в МЧС России по Ингушетии в новогодние выходные введен режим повышенной готовности, усилены дежурные смены и караулы пожарных частей. Телефон доверия МЧС также работает круглосуточно. Любой, кто столкнулся с проблемами, может позвонить в Центр управления кризисных ситуаций. Здесь вопрос обрабатывается и передается в соответствующие ведомства, если он, конечно, не касается МЧС. По словам представителя министерства, с 31 декабря в ЦУКС поступило свыше 50 сообщений, в основном жалобами об отключении электроснабжения. Также силы МЧС реагировали на 3 техногенных пожара без пострадавших. Силы МЧС находятся в режиме повышенной готовности с 25 декабря по 10 января 2018 года, а также звенья территориальных подсистем находятся с 30 декабря. В настоящее время реагирование на ЧС и происшествия создана группировка сил и средств по республике. Это 612 человек, 175 единиц техники. От МЧС 97 человек, 26 единиц техники. Также ежедневно в ЦУКСе в режиме реального времени по видеосвязи докладывают единые дежурные диспетчерские службы и скорая помощь республики о поступивших звонках и происшествиях на их подведомственных территориях. У нас все спокойно, мы обслуживаем вызова. Готовность у нас 10 машин и 20 медработников. Работа сотрудников госавтоинспекции также в выходные дни ведется в усиленном режиме. Только за 2017 год произошло около 300 ДТП, в которых погибло 70 человек. С 31 декабря зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе, в котором погибло 3 человека, среди них 9-месячный ребенок. Все ДТП, по словам сотрудников ГИБДД, происходят из-за элементарного несоблюдения скоростного режима и выезда на встречную полосу движения. 28 числа декабря нами было выставлены посты, стационарные посты были у нас усилены. Сейчас стоят в усиленном варианте, ведут службу наши инспектора. Выставлены, в настоящее время сейчас выставлены экипажи, дополнительные экипажи выставлены на федеральной трассе, патрулируют. И у нас мы выпустили гражданские машины без обозначения этих светофористических лентах, без обозначения, чтобы скрыто наблюдали за дорожным движением наши сотрудники. Вот. Выявляли нарушения, и сегодняшний день выявляем нарушения выезда на полустречное движение. Это основные нарушения правил дорожного движения и превышение установленной скорости. Оперативный штаб будет работать все выходные. Также организовано дежурство в министерствах и ведомствах, центрах муниципальных образований. На такие случаи, как сбоев газа, вода или электроснабжения, предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных и оперативно-выездных бригад. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24. Признание заслуг как лучшая награда. Глава республики вручил юбилейные медали представителям самых разных профессий. Тем, кто занимается производством, развитием экономики, подготовкой квалифицированных кадров, наукой и образованием. В зале присутствовали и те, кто трудится на благо Ингушетии за пределами республики. Репортаж Рины Цычуевой. Глава Ингушетии торжественно в большом мраморном зале славы администрации главы наградил юбилейными медалями представителей разных профессий и сфер деятельности. Педагоги, военные, спортсмены, врачи, работники почтовой связи, политические деятели. Те, кто своим повседневным трудом, энергией и трудолюбием множит славу родной республики. В числе удостоенных высоких наград полномочный представитель Ингушетии в Волгоградской области Гирихан Миржоев. Получить орден за заслуги перед республикой – это очень почетно, это очень ответственно. Я воспринимаю эту награду республики как аванс за то, что я должен сделать как полномочный представитель республики в Волгоградской области, а не за то, что я сделал до сих пор. Это очень приятно, очень ответственно и обязывает к очень многому. Эта награда действительно заслужена. За все время пребывания на посту полномочного представителя Волгоградской области Гирихан Миржоев проводит колоссальную работу для укрепления межнациональных отношений. Глава республики в мраморном зале поблагодарил его за поддержание дружественных отношений между Ингушетией и Волгоградским регионом. Гирихан Миржоев вдали от дома радуется развитию и процветанию любимой республики. У нас вся республика превратилась в большую стройку. И все это строится, спортивные комплексы, детские сады, детские ясли, школы.
больницы, все, что у нас строится, строится для людей. Город, республика, Назрань, Магаз, все преображается. В Волгоградской области проживает много представителей ингушской национальности. Каждый нашел себе род деятельности, который успешно развивает. Одним из них является Зельмихан Шанхоев, который совсем недавно стал победителем Кубка мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 75 килограмм. Как признается сам силач Суми, он смог поднять более 500 килограмм. В настоящее время Зельмихан живет и тренируется в Волгоградской области. В престижных соревнованиях, которые проходили в подмосковном Долгопрудном, принимали участие спортсмены из Латвии, Белоруссии, Казахстана и Украины. Кубок из Кафохларца, Кубок мира охарса. Первого вашего дарса. В Москве да я соревноваюсь, от Ингушетии выступать, здесь социальный аватсер, когда Кавказе, Генковар, Адам Докудар Бадряч. Около 15 стран артик заявлены. Наш спортсмен активно принимает участие и в общественной жизни региона. Глава Ингушетии на встрече с молодежью поблагодарил его за блестящую победу и вручил диплом. У Зельмихана в будущем большие планы дальше прославлять нашу республику. И он делает все возможное, чтобы плита с его именем появилась здесь, на аллее спортивной славы. Рина Цычоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Каждый год в России на государственном уровне наделяется особым статусом, носит свое имя и посвящается определенной актуальной теме. Наступивший 2018 объявлен годом добровольчества и волонтерства. То есть Новый год посвящен гражданам, чья воля, энергия и великодушие и есть главная сила страны. Это отметил Владимир Путин, выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России». О том, насколько важен этот шаг, который придает акту милосердия государственный статус, расскажет Лейла Гайсанова. Они создают приюты для животных, помогают старикам и готовы сутками искать пропавших людей. В России около 7 миллионов человек вовлечены в волонтерское движение. Согласно опросам, 2/3 населения нашей страны готовы помочь незнакомому человеку, попавшему в беду. Думается, в наступившем году ряды добровольцев вступит еще несколько тысяч человек, в том числе благодаря тому, что глава государства задал темп всей стране развиваться в этом направлении. О том, что 2018 будет годом волонтера, Владимир Путин сообщил на вручение премии «Доброволец России». Убежден, именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. Привет. А это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера. В нашей республике, помимо многочисленных благотворительных фондов, созданных усилиями волонтеров, к богоугодному делу вот уже несколько лет стало причастно практически все работающее население региона. Этому поспособствовало создание фонда «Солидарность» по инициативе главы Ингушетии. Мы с вами вместе помогаем восстанавливать сгоревшее имущество или завершить строительство дома для малоимущих семей. Еще в такое короткое время мне поставили щитовой домик. Вот я даже, когда я заявление писала, у меня даже не было надежды, что мне на самом деле помогут. И на ежегодной благотворительной ярмарке Клуба добрых людей даже маленькие дети приобщаются к милосердию. Это я слепил для девочек, которые болеют. Добровольцы продают и покупают то, что сделано своими руками, и все это ради того, чтобы отправить детей на лечение. Здесь никто не торгуется, и сдачу забирать тоже не принято. Красиво, уютно, столько гостей. Столько выпечек, там, сувениров, ну много чего. И все это для моих девочек, да, вот стараются, вот, чтобы мы поехали на реабилитацию. Мне очень приятно, я очень благодарна. Чтобы творить добро, не обязательно вступать в фонды или движения. Ахмед Падиев сам по себе. Предприниматель производит окна и двери и устанавливает их абсолютно бесплатно тем, кто экстренно в них нуждается. Порой помогает с ремонтом, мебелью и одеждой по возможности. Однажды Ахмед помог многодетной семье, что грелись за счет одной газовой плиты. Теперь же в доме тепло удается сохранить. Не задувает из окон и дверей. Любой человек должен работать, обеспечивать себя, помогать другим по мере своей возможности.
Практика показывает, что придание статуса каждому году позволяет направленно развивать различные сферы, будь то культура, литература или экология. К примеру, Год культуры в 2014 году дал нашей республике Международный кинофестиваль «Золотая башня». Он уже на протяжении 4 лет расширяет свои масштабы. А благодаря Году экологии обратили внимание всего населения на экологические проблемы в регионе. Будем надеяться, что Год волонтера пройдет в атмосфере теплоты и добра. Главное помнить, чтобы вступить в ряды добровольцев, достаточно просто помогать другим. Лейла Гайсанова, Залина Магушкова, Новости 24. В курорте Арамхи наплыв туристов. Гости прибывают из регионов России в страну башен и легенд, чтобы провести эти длинные выходные, используя для собственного здоровья. А всесезонная здравница радует посетителей хорошим снаряжением, умеренными ценами и свежим горным воздухом. Своими впечатлениями отдыхающие поделились с Заремой Евлоевой. Энергичной походкой, заряженной свежим горным воздухом, туристы гуляют по Джейрахскому курорту. Многие приехали еще 31-го для того, чтобы Новый год отпраздновать здесь. Поэтому гости уже успели ознакомиться и полюбоваться местными красотами. Именно Ингушетию выбрали десятки семей, чтобы сделать новогодний праздник незабываемым. После насыщенных 3 дней Новиковы собираются обратно, в Краснодар. У нас в семье есть традиция. Мы каждый Новый год уже 4-й раз встречаем его в Ингушетии. Именно в Армхи. Поднимались на перевал, были на водопаде. Ну, это традиционные маршруты. В прошлый раз мы были, он был замерзший. Сейчас была вода, было так тепло, вы даже не поверите, что у меня даже была мысль искупаться в водопаде. Здесь очень безопасно. То есть, я боюсь после моих слов все это услышать и как ломануться сюда, что здесь не пройти будет, не проехать. Пока одни уезжают, другие только прибыли и размещаются по номерам. Софья Лопан не первый раз в Ингушетии. Она с коллегами уже отдыхала здесь в ноябре 2016-го. Осенний пейзаж гор так очаровал туристку, что вопрос о выборе курорта на новогодних каникулах отпал сразу. Были в горах, там вообще было волшебно, там как море из облаков между гор. Застали тоже хорошую погоду. Безумно красивые горы, виды. Еще когда даже ехали на машине сюда, то уже было видно, что это красота неземная. И снег летит, в отличие от нашего города. А ожидается, интересные прогулки. Еще фотоаппарат с собой взяла. Ожидаю привезти очень много фотографий домой и пересматривать потом. В холле отеля отдыхают спортсмены, в числе которых и министр спорта Ингушетии Даут Алхазуров. Работа работой, а новогодние каникулы никто не отменял. В Минспорта умеют совмещать приятное с полезным. Я специально приехал сюда, чтобы встретить наших гостей. Как мы знаем, в этом году мы проводим еще один чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Чемпионат пройдет у нас с 25 января по 15 февраля. Но дело в том, что сборная команда альпинистов России приняла решение провести фестиваль по альпинизму здесь, на территории Республики Ингушетия. Они уже приехали, решили встретить здесь Новый год и плавно перейти к чемпионату России. Если большинство туристов приехали отдыхать, то у этих ребят здесь особая миссия. Воспитанники Московской спортивной школы приехали в Джейрах на 2-недельные учебно-тренировочные сборы. Пловцы в возрасте от 12 до 17 лет готовятся к чемпионату Москвы, а потом и России. Бассейн находится на высоте 1500 метров. Это очень плюс большой для данной местности. Питание хорошее, отношения, люди. В целом нам очень нравится. Дети довольны. Бассейн, спа-процедуры или просто моральный отдых на дикой природе. Каждый проводит каникулы с учетом своих интересов. Многие планировали покататься на лыжах, но пока столбики термометра не опустятся до минусовой температуры, их придется отложить. Ведь даже искусственный снег не выдерживает такой мягкой зимы. Убежать от московской суеты в самобытную Ингушетию решили и Семеновы. Для меня Ингушетия ассоциируется с дикой дивизией, потому что я такой увлекающийся конник, что очень хотелось бы, конечно, на лошадок, потому что я уверена, что по всем этим башням и можно спокойно пройти на лошадях, то есть именно конный такой туризм. Здесь, я думаю, что его имеет смысл развивать, и люди с удовольствием поедут и к вам тоже. У меня очень хорошее настроение. Мне здесь очень нравятся красивые виды, там канатная дорога, на которой можно кататься. Там тоже хороший вид. Мне тоже понравился отмечать Новый год в ресторане.
Семеновы пробудут в Ингушетии до конца новогодних каникул. И Никита надеется на похолодание. Ведь он еще не успел опробовать лыжи и снегоходы. А пока туристы собираются на экскурс по многовековым башням. Ведь важно не просто физически отдохнуть, но и обогатиться духовно, запастись силами на целый год. Зарема Ивлоева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Это были все новости. До встречи.